Подарки без повода любят принимать точно в Музее изобразительных искусств Ингушетии, а благородное стремление дарить их, как оказалось, находит отклик в сердцах многих людей. В сегодняшнюю экспозицию вошли произведения живописи, скульптуры, предметы быта, истории и не только. Всего выставка содержит более 130 экспонатов. Все они приняты в дар только за последние 10 лет. Каждый из экспонатов уникален. Некоторым работам авторы посвятили годы, а что-то из предметов десятилетиями хранили как ценную реликвию. Так Фирдузи Арчакова, педагог на пенсии, передала в дар музею люльку, которую смастерил еще в 1940-х годах ее отец для своих дочерей, а также ручную вышивку тех времен своей матери. А это она, когда замуж выходила, сама ткала этот ковер. Вот видите? Вот это скатерть, салфетки. Вот очень много она свадебных платьев шила. Маму многие знали, она портниха хорошая была. А это фотографии ваших родителей? Это мать моя и отец. И тут она, когда уже замуж вышла. И эти салфетки, я даже когда в городе Курске, в пединституте училась, я там их в шкафу. Вот шкаф оформляла и там сохранила, держала. И потом сдала. И вот эти подушечки, вот вышивки, вот эти. В числе дарителей не только ингушские художники-коллекционеры, но и зарубежные. Фариза Бекмурзиева – жительница Швеции. Уже много лет коллекционирует антиквариат. На выставке представлены переданные ею предметы из советской эпохи. Кукла 50-х годов, фарфоровые салфетницы, вазы из гостиницы «Россия». Этот период, 70-80-е годы, очень люди любили ездить в Россию, в Москву, и именно в гостинице «России» наши войнахи останавливались. И вот эти вещи оттуда, это где-то 80-е годы. Они попали с ними в Швецию, мне это было странно. Вдруг шведы и вдруг советский период. Мне это было очень интересно, я поэтому покупала. И они мне как-то собрались. И вдруг такая акция, они пишут, у кого что есть, приносите. Это для меня было, конечно, интересно все. Я прислала. Здесь также представлены произведения живописи и графики одного из крупнейших коллекционеров России, мецената Владимира Некрасова. Среди них работы выдающихся художников советской эпохи – Борченкова, Куприянова, Захарова, Кончаловского, Максимова и не только. Всего 79 картин. Представлен в публике и уникальный старинный ингушский ковер «Истинг». Его передала в дар ингушская диаспора из Турции. Ковер принадлежал ингушским мухаджирам, которые покинули родину после Кавказской войны. В общем, прогуливаясь по этому залу, мало кто остается невпечатленным. Мне нравятся все работы. Практически сделать какой-то определенный, сказать, что вот этот рисунок, написанный каким-то художником красивый, для меня это очень сложно. Почему? Потому что мне они все прекрасно, мне они все нравятся. Фонд накапливается потихоньку, ну и более масштабные выставки потом в дальнейшем будут выставляться. Выставки могут вывозиться, выставляться. Выставка «Дары музею» здесь проходит впервые. Она стала своего рода благодарностью в адрес дарителей. Важнейшая роль в формировании коллекции принадлежит дарителям, подчеркивают работники. Считают, что их неравнодушие способствует сохранению истории и искусства. Очень редкий экземпляр черкеска, который более 100 лет. Ее нам передал Мургустов Мустафа. Принадлежала она Мургустову Хамберду. А в каком состоянии вообще были эти экспонаты, когда вам передавали? Вы знаете, это же как бы семейные реликвии. К ним очень бережно относились. Конечно, время дает о себе знать. Многие из них в таком потрепанном состоянии, но видно, что их очень бережно хранили. Иначе бы до тех пор мы бы сегодня не увидели просто-напросто. А вам приходится что-то реставрировать, работать над ними? Да, мы реставрируем, какие-то предметы реставрируем, какие-то мы считаем, что лучше не трогать. Как, например, вот этот ковер старинный. За все 28 лет существования музея ИЗО его коллекция постоянно пополняется произведениями разных жанров и направлений. Все принятые дары стали не только большим приобретением, но и предметом особой гордости. Музейщики надеются, что дарители не дадут уйти в забвение старинной традиции делать подарки их учреждению. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.